Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24. В студии Татьяна Рамазанова и мой гость Мингих Амушкуевич Караол, исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемая Татьяна Евгеньевна. Мингих Амушкуевич, сегодня мы решили поговорить о ценах на жилье и цены на земельные участки в Республике Тыва. Мы знаем, что они очень высоки, неправомерно высоки. И какая политика, какая работа ведется в этом направлении по ценообразованию? Да, действительно, это очень большая проблема в настоящее время, связана с тем, что недостаточный объем строительства жилья именно эконом-класса в Республике Тыва, в том числе особенно в городе Кызыле. И в настоящее время сложилась такая ситуация, что цены на жилье свыше 100 тысяч рублей за квадратный метр. На фоне этого, конечно, есть проблема оттока населения в город Кызыл. Соответственно, есть большая потребность, спрос на жилье. То есть такая высокая цена на жилье, она только в городе Кызыле? Да, действительно, только в городе Кызыле получается такой большая разница между другими муниципальными образованиями. Мы говорим о том, что и Владислав Тавальштаевич говорит о том, что нужно строить, и в республике, в частности в городе Кызыле, строительство ведется, но, видимо, это еще недостаточно. Цены, в принципе, как можно снизить на жилье, особенно на вторичном рынке? Да, действительно, в соответствии с федеральными планами развития жилищного строительства у нас в городе Кызыле тоже мы начинаем реализацию нескольких проектов. Это по комплексному строительству именно жилья эконом-класса на вторичном рынке. У нас ведется проектирование 3 комплексных участков. Это Московский, Иркутский и по улице Полигонная, 75 лет Победы улица. Соответственно, планы по строительству жилья большие. И уже прорабатывается с инвестором для строительства этих кварталов. То есть, получается, это будет то жилье, которое могут приобретать люди? Да, в том числе мы ведем переговоры с Дом РФ, это федеральный застройщик, который строит именно для тех граждан, которые не могут позволить по допустим, высшей эконом-классу. Да, сейчас однокомнатная, двухкомнатная квартиры на вторичном рынке собственники завышают просто до космических пределов. Да. Это может быть и 2, и 3, и 5 миллионов, сколько захотят. То есть это жилье эконом-класса и его активное строительство может решить проблему? Я считаю, что только именно строительство в больших масштабах может изменить ситуацию. То есть в настоящее время, получается, из-за нехватки жилья людям приходится строиться в дачных обществах и в других районах города. Но, кстати говоря, о земельных участках. Какая цена на земельные участки? Не завышена ли она? Потому что жалоба поступает и к нам в телекомпанию, что за большую цену покупают довольно-таки бросовые участки. В 5, 6, 7 километрах от Кызыла это считается еще хорошо. Да, действительно. Я бы хотел сначала объяснить, как должна быть проведена политика в сфере строительства жилья. Да? У нас есть генеральные планы поселений, в том числе и города Кызыла, территориальные планы развития. В соответствии с этими документами мы должны разработать проекты планировки территории
И в соответствии с этим проектом планировки мы должны реализовывать политику по строительству жилья. Но, к сожалению, вот за последние годы у нас выделены земельные участки без всяких проектных решений. Это мы видим уже вот, в части левобережных дачных обществ, да, и Вавилинский затон, и других территориях, где нет проекта планировки. Соответственно, вот сейчас мы видим вот хаотичную застройку, и там, где должна быть дороги, тоже застраивается. То есть, ну, Там, где есть- должна быть школа на Вавилинском Да, затоне, там- построены сейчас частные дома. Ну, да, и несмотря на, как бы, ну, то есть это нарушение идет в соответствии с нарушением федерального законодательства в сфере градостроительства. Соответственно, вот мы получили проблемную ситуацию в целом по городу. И очень много, получается, незаконных продаж земельных участков выявляется. И, соответственно, вот цены на эти участки варьируются от, ну, как бы, от тех, кто вот продает. То есть могут доходить до больших размеров. При этом нет гарантии, что вот это законно или, ну, как бы, может в последующем человек оформить. Вот с этой проблемой мы столкнулись, и в настоящее время вот прорабатываем вопросы с садоводческими обществами. С садоводческими обществами у нас как бы ведется работа по межеванию территорий и планировке садоводческого общества. Ну, то есть и ведению получается, что реестра. сейчас, Мингих Амушкуевич, то есть построили вне закона, у людей уже есть дома. Каким образом эти дома теперь войдут в план, если там должна была быть дорога? Или все-таки у вас есть какой-то план, как вы будете работать дальше по земельным вопросам? В том-то и дело, что вот садоводческое общество сейчас как бы, ну, где-то половина уже проекты межевания территорий и проекты планировки подготовили. И там, где есть дорога, улицы, то есть все это как бы обозначено в проекте планировки этих садоводческих обществ. Соответственно, вот когда они приведут порядок, мы уже можем их оформлять земельные участки, чтобы потом не было, ну, как бы проблем, которые мы сейчас имеем, да. Ну, то есть вы как новый министр, исполняющий обязанности, получили довольно-таки проблемное хозяйство. Да, проблемы очень большие, поэтому вот сейчас рассматриваем также садоводческое общество, и получается так, что вот из старых границ, которые они располагались, они распродали земельные участки, которые не находятся на территории этих садоводческих обществ. Соответственно, вот, ну, как бы возникает проблема по их оформлению. И тем не менее, вот нам необходимо это решать. В настоящее время вот проекты планировка не делают, размежевание участков тоже, то есть приводят в соответствие. Как только они приведут в соответствие, мы можем уже оформлять. То есть, А как мы не так и допустить очередных случаев, чтобы земли не продавались там, где должна быть дорога, там, где должен быть медпункт? Как вот это все упорядочить сейчас? Работаете ли вы с мэрией города Кызыла напрямую? Мэрия города Кызыла ведет активную работу по упорядочению садоводческого общества и земельных участков на территории города Кызыла. То есть взаимодействие у нас есть. В части новых выделений земельных участков, ну, мы считаем, что уже предел достигнут, да, вот, в части индивидуального жилищного строительства в городе. У нас экологическая ситуация очень страшная, то есть, ну, невозможно уже дышать. И в связи с этим, вот то, что я уже вначале говорил, у нас вот политика именно строительства многоквартирного жилья, ну, как, где есть коммуникации, то есть если смотреть по тем участкам, на которых люди в настоящее время проживают,
получается, что вот, допустим, в Вавилинском затоне, там выделялись земельные участки администрации Пихемского Кажуна на территории, где вот земли сельхозназначения. То есть получается, ну, для садоводчества, не для постоянного проживания. Просто вот, ну, как бы продали и, ну, как живите как хотите, да. И получилось, что вот, ну, люди с маленькими детьми, старики, вот, ну, незащищенные граждане вынуждены жить в тех домах, где нет электричества. То есть, ну, благоустройство минимальное, да. Нет электричества, нет прописки. Нет дороги, нет прописки, нет документов. То есть, получается, шли нарушения. Да, нарушения были именно вот, ну, чиновники, которые вот допустили такое, да. Вот, Ну вот вы говорите сейчас индивидуальное жилищное строительство, Вавилинский затон, ЛДО, то есть там нет свободных земель? Свободных земель практически нету. Там, где хоть какой-то участок есть, мы стараемся вот для социальных объектов предусмотреть, потому что там не хватает. То есть по численности населения, получается, если, ну, только одну школу построить, там не хватит. То есть здесь, получается, нам необходима еще вторая школа. То есть получается, если люди сейчас начинают покупать земельные участки, а земель свободных нет, то нужно задуматься, а законно ли им продают этот участок? Да, вот любой участок, который, ну, гражданин собирается купить по объявлению, да, вот лучше проверить и в Министерстве земельных имущественных отношений, либо в мэрии города Кызыла, где точно скажут, можно ли дальше вот этот земельный участок оформить. К сожалению, вот предыдущие решения по выделению новых земельных участков, они были приняты в нарушение тоже законодательства в сфере градостроительства. Да, вот, там, где зоны, допустим, для многоквартирных домов или для дорог, получается, на этих участках, то есть, получается, выделялись земельные участки для ИЖС. Ну вот с этим как-то сейчас уже что-то можно сделать? Или люди живут, стоит дом? Это, как бы, получается, нарушение тоже. Соответственно, генеральный план выбираем мы все, да, вот как жители города Кызыла или там любого другого поселения. И мы хотим видеть там многоквартирные дома, нормальные улицы, нормальные там благоустройства. Вот когда мы принимаем этот план, и кто-то принимает решение, да, вот, ну, как бы, выделить земельный участок, как бы в нарушение там, на дороге, допустим, в районе МЧС, вот, на верхней трассе, есть участки, которые вот, просто на дороге поставлены, на будущей дороге. То есть этой дороги не может быть, пока они стоят там. Соответственно, вот те решения, которые были приняты, ну, как бы, сотрудниками, да, служащими, они должны вот как-то... Ну, вообще-то кто-то понесет за это наказание из чиновников, которые принимали такое решение? Ну, то есть вы будете какие-то подавать? В соответствии с законодательством должны, в соответствии с законодательством. Да, должны понести наказание. Это одна часть, да. Вот. Вторая часть – это то, что на территории города очень много мошеннических схем, да. Получается, что много участков продано поддельными документами, на основе поддельных документов. То есть архивные выписки подделываются там распоряжения ну, как бы органов власти о выделении земельных участков. Ну, как бы очень много таких участков на территории города Кызыла. Мы выявили, судимся с теми, кто допустил, да, ну, или подделал, да. Но, к сожалению, в настоящее время ни одного уголовного дела нет. Со стороны вот, следственных органов не доведено до конца. И, соответственно, вот, как бы безнаказанность тоже проявляет, то есть захлестывает, да, вот этих людей дальше действовать. То есть, соответственно, нам необходимо тоже вот остановить
подделывания вот этих документов. Ну, если вы говорите, что в черте города Кызыла уже нет свободных участков, и люди вдруг начинают что-то покупать, нужно, наверное, все очень серьезно проверить через кадастровую палату, Да. через Министерство земельных и имущественных отношений. То есть вы же платите свои деньги и просто потом Лучше 3 оказываетесь... раза проверить документацию, прежде чем во всех органах там показать, проконсультироваться. После этого только лучше приобретать земельный участок. Ну, я думаю, что у вас сейчас есть план и развития столицы республики, и застройки, и вы теперь будете каким-то образом очень внимательно отслеживать продажу земель в черте города Кызыла. Да, действительно, в соответствии с генеральным планом мы должны уже разработали несколько нормативных актов, то есть нас депутаты тоже поддержали в части реализации крупных масштабных проектов. Да. Допустим, один застройщик строит дома многоквартирные, и часть этих многоквартирных домов, то есть там часть жилья могут быть представлены для жителей, которые состоят на льготной очереди. То есть там такая... можно и купить, и льготники могут получить, а также может кто-то переехать из аварийного ветхого жилья. Да. Есть также законопроект о комплексном развитии территории, где ветхие дома, их тоже можно включить в данную программу. Соответственно, можем уже масштабно обновлять жилищный фонд города. Спасибо, Мингих Хомушкович, что нашли время прийти в нашу студию. Хочу напомнить нашим телезрителям, что в четверг у нас выходит программа «Социальная панорама», в которой как раз будет еще более подробно задет вопрос того, что люди покупают земли и остаются ни с чем. Не пропустите «Социальная панорама» на телеканале ТУВА-24. Но это была программа «Интервью дня». И сегодня в студии на вопросы ведущий отвечал Мингих Хомушкович Караул, исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Спасибо. Спасибо.